Открывая международную научную конференцию «Никейский собор 325 года» и Стратофил Пицунский, декан исторического факультета Алик Габелия подчеркнул особую значимость этого события для Абхазии, отметив, что 2025 год является важным для всего христианского мира. В научной конференции участвуют ученые Абхазского университета, приглашенные. К нам приехал, например, Михаил Владимирович, специалист в области религии, христианского зодчества из Севастополя. Должен сказать о том, что перед началом конференции, к сегодняшнему дню, изданы доклады этой конференции. Мы пригласили представителей православной Абхазской церкви. Сегодня вы видели, был здесь, выступал с приветственным слоем, благословил нашу работу отец Виссарион всего, то есть священниками. Ключевой доклад на конференции представил доктор теологии Дорофейт Бар. В своем докладе «Никейский собор 325 года» и святой Стратофил Пицунский он обобщил известные сведения об участии епископов из Абхазии во Вселенских соборах, детально рассмотрел обстоятельства проведения Никейского собора и подробно рассказал о самом Стратофиле Пицунском. Важным моментом конференции стала первая в истории христианства презентация иконы святого Стратофила Пицунского. Автором проекта выступил ведущий научный сотрудник отдела «История БЕГИ», преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии АГУ Дорофейт Бар. Значит, а теперь разъясню некоторые детали. Слева во весь рост изображен святой апостол Андрей, благовеститель на земле Абхазской, основатель церкви в Абхазии. Именно в честь него главный храм в Абхазии Пицунский собор. Справа во весь рост изображен святой Стратофил, епископ Питиуса. В левой руке святой Стратофил держит свиток с начальной частью текста символа веры, принятого на Никейском соборе на абхазском, в переводе на абхазский язык. В нижней части иконы миниатюрное изображение базилики святого Стратофила в Пицунге. Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион Аплия в своем вступительном слове обратился к историческому наследию Никейского собора и его роли в становлении церковных институтов и догматов. Он также акцентировал внимание на важности духовного воспитания молодежи в сочетании с научными знаниями, подчеркнув необходимость взращивания в студентах духовного начала и культуры Апсуара. И чтобы наши дети выросли в благочестии и чистоте. Это необходимо образовательный процесс в школе, в детском саду, в семье. Ну, здесь мы находимся где? Абхазский государственный университет. Вот надо вам с этого начинать, дорогие мои, присутствующие здесь, и педагогический состав, и научный контингент, и вообще все мы должны внимательно призадуматься над всем тем, что мы здесь говорим. Апсуар, абрёб хасази хайтаз хабасша, абрёб хайтаз апсуар хон, троворсон апсуар, ама хагеразаха, дапсуар сканазаха, убрезоб апсуар ишхидикала, яхербаз Христос, и пхараква цкан яшан, абзеба бараба туэксеша, айц храра, абрёб сакасамова яша хатара, акишангра. В ходе конференции докладчики выступали с различными темами об истории христианства в Абхазии. Например, преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Сурам Сакания представил мозаику из храма Пицунды. Актуальность темы исследования обусловлена важностью рассмотрения процесса распространения христианства для восстановления реальной картины взаимоотношений между государствами и народами в рамках исторического развития. Факты, которые использовал автор, обусловлены многолетним опытом личных исследований в качестве базиса для написания диссертации. Мы все знаем, что первые апостолы приезжали в Абхазию, на территорию Абхазии, во всяком случае, они бывали здесь. Многочисленные доказательства существуют. Но есть еще одно легендарное сообщение, короткое, правда, о том, что шли апостолы, во всяком случае, в том переводе, который я прочел, имен нет, шли по восточному побережью Черного моря, и им навстречу вышел
местный базилиоз, и они поговорили, и к вечеру он был крещен. И, скорее всего, со всей своей семьей и дружиной, и вообще со своим народом. Это 1 век, как вы понимаете. Об этом сообщений нигде, по-моему, нету. В завершении каждого выступления все желающие задавали вопросы по теме, а в оживленной беседе преподавательского состава могли принять участие и студенты. Алиса Атлипа, Торни Камичпа, Абаза ТВ.